Здравствуйте, уважаемые участники нашего вебинара. Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы поговорить о сказках, о их роли в жизни ребенка, ну и нас, взрослых тоже. Меня зовут Попова Ванда Цветановна. Я являюсь методистом гимназии искусств при главе Республики Коми, а также являюсь консультантом Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. Серия вебинаров у нас уже прошла. Я надеюсь, что те, кто отслеживают тематику наших вебинаров, уже примерно готов к той информации, которую сегодня я вам хочу представить. Мне хотелось бы начать с некоторых цитат. Сказка будет и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического. Она учит его мужеству и верности. Она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие правды от кривды. Это высказывание выдающегося философа Ивана Ильина. Мы знаем его не только как философа, но и как патриота своего Отечества, которому приходилось быть вдали от родины, на чужбине, быть изгнанным за правду, за веру. И как никогда человек вдали от родины ощущает, наверное, свою роль как гражданина своего Отечества. Именно любовь к Отечеству ощущается очень остро. И Иван Ильин, он не только писал и предсказывал судьбу нашего Отечества, но и также переживал за судьбу нашего молодого поколения. Именно поэтому его слова звучат и на сей день очень актуально. Именно чувство героического дает ребенку сказка. Сегодня мы с вами поговорим, какие сказки полезны детям, как сказка влияет на становление личности. Сказка учит жизни, но каждая ли сказка учит жизни правильной? Тут вообще вопрос большой. Хотелось бы остановиться на вопросе о том, что у каждого народа огромный пласт культуры – это именно сказочные произведения. И по сказочным произведениям мы можем изучать культуру разных народов. И это необыкновенная ценность, потому что именно в лоне человеческой культуры воспитываются и души наших маленьких граждан. Именно важно дать понятие, кто такой герой. Мы свидетели тому, что человеки, пауки, роботы, монстры, живущие в канализации, черепашки-ниндзя, триумфально удовлетворяют сегодня потребности детей в героическом. Именно на этих образах, на этих идеалах сегодня воспитано большинство наших малышей. И это чувство патриотики и героизма, конечно же, оно должно преподноситься в увлекательной форме. Но те стереотипы сказочных персонажей, которые сегодня представлены в нашей индустрии мультипликационной, не есть самые лучшие образцы для подражания. А герои же волшебных сказок наделены, как правило, целым рядом бесценных добродетелей. Отождествляя себя с ними, ребенок незаметно входит в систему нравственных ценностей, рожденных духовной традицией своего народа. В отличие от героев массовой культуры, месть, скажем, не является тем импульсом, что ведет на подвиги героев русских сказок. Например, для того, чтобы уговорить, наконец, Никиту Кожемяку сразиться со змеем, царю приходится прибегнуть к особой хитрости. Он приводит под окно Кожемяки 200 детей, которых змей осиротил. Глядя на их слезы, Никита и сам прослезился. Сказка учит тому, что не жажда мести, но способность к состраданию
может дать человеку такую силу, которая способна сделать его настоящим героем и привести к победе в неразрывном бою. Ну а победив змея, сделавши святое дело, Никита зато никакой награды не взял, снова кожей мять отправился. Так волшебные сказки, героический эпос, былины, они могут ответить на естественную, зарождающуюся в душе ребенка жажду подвига. А если вдобавок в вашей детской найдется место для богатырского облачения и кукольных персонажей к былинам, то их с помощью ребенок может самостоятельно придумывать сюжеты к своим играм. Подобные сюжетно-ролевые игры – это прекрасная и увлекательная альтернатива натиску монстров-трансформеров. Еще хочется сказать словами Трубецкого. Запоминается и передается из поколения в поколение только то, что так или иначе дорого человечеству. Самая устойчивость сказочного предания доказывает, что сказка заключает в себе что-то для всех народов и для всех времен важное и нужное, а потому незабываемое. Сегодня мне хотелось бы остановиться на русских народных сказках, на авторских сказках, а на сказках народов мира. И вот сейчас небольшая присказка. Называется она «Семейная драгоценность». Так китайская сказка учит добродетельному воспитанию и житию. И вот семейная драгоценность, задаемся вопросом, какая она? Как бы вы себе ее представили? Что бы вы представили в качестве семейной драгоценности? И давайте сейчас разберемся, как же в сказке отражается данный важный вывод, который каждый родитель может сделать сам для себя. Не хотел работать великовозрастный ребенок, все надеялся на папу с мамой. Пришло время, когда отец состарился и чувствует, что пропадет без него сынок, и решил его научить уму-разуму. Что же он предложил ему, своему сыну? «Пойди-ка ты, сынок, и заработай юань. Будет тебе семейная драгоценность. Получишь ее в награду и в наследство». Захотелось сыну получить семейную драгоценность, но никогда не зарабатывал он ни одного юаня и не знает, с чего начать. Пошел он весь вечер, лежал на траве и думал, как же заработать юань. Смотрит, мать идет, говорит: «Мам, дай мне, пожалуйста, юань, уж очень хочется мне семейную драгоценность получить». Мать, конечно же, подумала, пожалела сыночка. Дает ему юань. Побежал он к отцу, говорит: «Вот, отец, заработал я юань». «Ну, давай сюда его». И бегом в огонь бросает. И говорит ему: «Не заработал ты этот юань, видно по тебе». Подумал, сынок, пошел дальше думать, как юань заработать. Думал, снова к матери обратился. На этот раз снова мать пожалела, снова юань дала, побежал к отцу. Приносит, а отец юань снова в печку. Не заработал ты этот юань, не будет тебе семейной драгоценности. И тут подумал сынок, что надо действительно наняться к кому-то поработать. Целый день бревна таскал, с утра до вечера весь потом обливался. И вот, пожалуйста, юань заработал, побежал к отцу. Что же сделал отец мудрый? Снова в печку бросил юань. А сын прямо в печку полез, чтобы этот юань достать. «Ну вот, теперь-то я вижу, что ты заработал этот юань. Вот тебе и семейная драгоценность». Как на ваш взгляд, что же будет семейной драгоценностью? Семейной драгоценностью отец подарил сыну инструмент и сказал: «Если подарю я тебе мешок золота, потратишь ты деньги и будешь всю жизнь несчастный. А подарю я тебе семейный инструмент для своего дела,
Вот и заработаешь ты не 1 юань, и будешь всю жизнь счастлив и обеспечен, и семья твоя не будет бедствовать. Вот так вот у китайского народа вот такая вот сказка сложилась о трудолюбии, о том, чтобы родители поступали мудро. Мы видим также, как проявляется характер матери. Мать всегда пожалеет, а иногда эта жалость не к добру приведет. И вот здесь сила, стойкость отца, мудрость отца именно помогли сыну в осуществлении своей мечты, а в будущем наверняка так сложится его жизнь, что будет и счастье. К счастью, мы с вами тоже воспитывались в лоно наших прекрасных, мудрых русских народных сказок. Как же замечательно, что мы знаем историю про Колобка. Что же в этой истории нам говорится? Говорится нам русским народом в пословицах и в поговорках, что именно мудрость этой сказки: чем хвалимся, на том и провалимся. Нельзя, ни в чести у нашего народа хвастовство. Не стоит нам хвалиться, а иначе беде не миновать. На языке медок, а на сердце ледок. Еще одна пословица, характеризующего данного героя. А теперь мы узнаем, что же нам говорится в сказке «Теремок». Не бравший топор, жилья не срубишь. Легко взято, легко и потеряно. А задумывались ли мы, разговаривали ли мы со своими детьми, что теремок-то был найден без труда, зашли туда гости, стали жителями, а в результате-то остались ни с чем. Не бери чужого. Вот как мудро поступает русский народ, когда эту сказку мы рассказывали своим детям, соответственно, мы закладывали зернышки, опять же, трудолюбия. Ну и, конечно же, честного жития. А если мы посмотрим на сказку «Репка», казалось бы, что за такая простая, простенькая сказка, как дети любят инсценировать эту сказку. Из многих малых одно большое выходит. Капля по капле камень долбит. Вот. Получается, что нам, когда хочется все сразу да много, не получится. А вот когда по чуть-чуть, по-малому, по зернышку, маленькими шажками, вот глядишь, и большое дело сложится. Не в мышке тут дело, а в единстве всех, кто репку тянул. А что же нам говорит сказка «Лиса и журавль»? В сказке «Лиса и журавль» как аукнется, так и откликнется. Каков привет, таков и ответ. Вот что мы должны помнить. Как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, так и мы должны поступать с людьми. И мы, конечно же, должны помнить, что наше отношение к людям именно будет спроецировано как последствие в отношении нас, как к нам люди будут относиться. И вот если мы с добром, даже к злому мы с добром, то наверняка таким образом огонь войны и ссоры тушится. Вот как замечательно наша русская сказка поучает, учит нас мудрому житию. Лисичка со скалочкой. Тому худо нет быть, кто привык неправдою жить. Вот опять же русский народ призывает к правдивости, к жизни без хитрости. Крошечка-хаврошечка. Мы очень хорошо знаем это произведение. Кто правдой живет, то добро наживет. Кто добро творит, того Бог благословит. Очень часто мы видим, что наши русские сказки учат христианскому пониманию мира.
В каждой пословице, в каждой поговорке, где звучит слово «Бог», мы понимаем, что русский народ, он воспитывался именно в лоне православной культуры. И все эти ценности православной культуры народ усвоил и передал не одному поколению. Крошечка-хаврошечка – это учит она смирению и добродетели. Как мы понимаем прекрасно, да, что именно смирение, именно доброта помогли обрести счастье в жизни. Царевна Несмеяна. Не все то золото, что блестит, телу простор, душе теснота. Еще русский народ учил нас уметь отличать истинные ценности. Иногда кажется, что вот оно, счастье в деньгах. Да не тут-то было. Следующая сказка «Морозко». Работай, сыт будешь, молись, спасешься, терпи, взмилуются. Без смирения нет терпения. Как же хорошо-то в сказке мы видим, прослеживаются два разных героя. Один терпеливый, смиренный, милосердный, обретает в последующем и счастье, и жениха богатого, и все ценности, какие только необходимы для счастливой жизни. А другая героиня куром насмех приехала вместо кареты, вместо упряжки свиней, посрамленная, несчастная. Стыдно так себя вести, русский народ говорит. Нельзя так себя вести. Вот и дети наши невзначай учатся добродетельной жизни. Маша и медведь. Горе горюй, да руками воюй. Вот еще одна сказка. А сегодня интерпретация нашей сказки. Традиционный Маша и медведь современная индустрия превратила в спектр непослушания, в спектр неправильного поведения, отрицания всех добродетелей. Непонятно, почему Маша оказалась в лесу, почему Маша всегда делает плохо доброму Мишке, почему непослушание воздвигается в ряд добродетелей, потому что дети воспринимают Машу как положительную героиню, а положительная героиня всегда ведет себя антидобродетельно, то есть антисоциально, можно даже сказать. Почему она не стремится в родной дом, почему она живет в лесу? А наша русская народная сказка как раз учит тому, что Маша всеми силами из-за непослушания, оказавшись в берлоге медведей, она стремится вырваться обратно в дом своих родителей, бабушки, дедушки. Хочет вернуться назад. И что ей в этом помогает? Ее смекалка, то, что она умела делать. Напекла она пирожков, залезла в короб. Вот как русский народ рассказывает, чтобы выйти из трудной ситуации, что нужно для того, чтобы иметь смекалку, иметь навыки. А навыки где они сформировались? В лоне семьи. Именно из семьи Маша знает, как пирожки печь. Неси бабушки, неси дедушки, не садись на пенек. И также в сказке «Три медведя» тоже Маша, она вынуждена бежать как вор через окно, а потому что забрела-то она по своей вине, не по непослушанию. Зачем пришла? Зачем из ложки чужой кушала? Зачем на кровати чужой уснула? Вот и пришлось ей через окно лезть. То есть, получается, русский народ закладывал именно показать добро и зло на примерах, герои сказки. И что мы видим сегодня? Героиня вероломна, она смехается, она не обладает ни одной добродетелью, но тем не менее дети очень смеются над ее поведением, тем самым они подчеркивают и авторы навязывают свое мнение, что в принципе можно неправильно вести себя, и это очень даже весело, и нисколько не осуждается. Вот этот порог
Вот в чем отличие той сказки, которая была сложена у русского народа, и той сказки современной, которая интерпретирована, модернизирована, новый лад, казалось бы, очень весело, но не так уж и полезно. Ну и если вот посмотреть на Заюшкину избушку, на чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай, да свой затевай, и на силу найдется пересилок. То есть так часто бывает в жизни, да? То есть приютили, обогрели, накормили, а по сути дела человек неблагодарный бывает, не понимает, что все то добро, которое человеку передано, нужно добром платить. А иногда люди за добро платят злом. И точно так же бывает и в современной жизни. Человеку сделали добро, а он не сумел воплотить в добродетельную жизнь и передает это неправильным способом, не платя за добро добром, а именно платя, расплачиваясь злом. И, конечно же, найдется та сила, которая все поставит на свое место. То есть воздаяние, оно все равно приходит. И на каждого человека приходят испытания, если человек живет недобродетельно, если человек живет, обижая других, если человек порочит свою личность неправильными поступками. Если говорить о сказках, практически есть и такие сказки, которые, может быть, учат и недобру. Вот я, например, приведу сказку «Битый не битого везет». Мы знаем, да? То есть лиса на волке едет, насмехается над ним, и автор как будто бы радуется вместе с лисой, что как ловко она обхитрила глупого волка. Но я думаю, что вот такие сказки, они не очень будут полезны нашим детям, потому что через осознание того, что произошло, ребенок может подумать, можно любого обхитрить и при этом сыто и радостно жить. А вот такую науку, я думаю, что через сказку ребенок не должен получить. И здесь мы тоже должны очень избирательно относиться к тем сказкам, которые были даже нашего в лоне нашей культуры, да, то есть мы берем такие вот несовременные сказки, но не каждая сказка учит добру. Хотя есть такая поговорка: сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Что же значит сказка ложь? Ну, конечно же, Емеля сел на печь и поехал, да, бездельник, можно сказать, живет безнравственно, а в конце что получается? Что за такую безнравственную, безбедную, вернее, без всякого труда жизнь человек обретает потом сокровища. То есть и счастливую жизнь, и невесту в придачу, и золото, драгоценности. Здесь мы тоже видим, да, то есть, конечно же, русский народ очень любит Ивана. Наверняка вот Иван – это тот простяк, который, простак, или даже не знаю, как правильно выразиться, то есть простачок, который в результате такой вот, бескорыстный, может быть, беззлобной жизни, не очень задумываясь на самом деле над своими поступками, но оказывается не так-то прост. Чаще всего в нем скрытая добродетельность. Мы видим некие такие признаки юродства. За глупостью скрывается мудрость. И Ивану не хочется показывать, что он умный. Ему легче быть таким, какой он есть. Но в его поступках мы видим очень часто смелые, бескорыстные поступки. И, конечно же, награда не за горами. Сказители награждают Ивана титулом царевича. Становится Иван царевич,
богатым и счастливым и обретает красавицу жену. Чаще всего так сказки и заканчиваются. Счастливым концом и семейным счастьем. Русский народ очень часто показывает, что самое большое несчастье для людей – это быть уже старыми и бездетными. Поэтому многие сказки как раз говорят нам, что жили дед да баба, и не было у них детей, и захотелось им иметь ребеночка. И тут вот каким-то невидимым чудным образом, то ли само собой, то ли по промыслу, вдруг в этой семье появляется предмет, о ком можно заботиться. Так сказка «Снегурочка», например. Хоть и теряют они ее, Снегурочку, но именно русский народ показывает, что бездетность, она всегда была поводом для уныния и как рассматривалась русским народом как наказание. А вот многодетность, когда жил-был царь и было у него 3 сыновей, рассматривается в русских сказках как признак счастья, потому что через младшего ребенка в дом приходит много-много радости, через испытания, через большие препятствия на пути. Русский народ говорит о том, что все эти препятствия преодолеваются, всегда герой держит путь-дорогу, он ведь по пути этой дороги он претерпевает много разных испытаний, но в конце мы видим, что все-таки все преодолено и счастье рядом. Именно счастливый конец у многих сказок, практически у каждой сказки счастливый конец. Именно это и есть смысл человеческой жизни – быть счастливым, найти способность быть счастливым, быть готовым к испытаниям и к трудностям, которые, в общем-то, могут и закалять, могут и укреплять, и подавать силу, и подавать веру, и надежду, и в результате счастливый конец. Вот наша сказка. Учит она не только уму-разуму, но и обретению смысла жизни. А смысл жизни в обретении мира, мирного жития, благополучного жития. И чаще всего заканчивается это все свадьбой. То есть считается у русского народа и у других народов мира, что свадьба – это самый хороший конец, это самое большое достижение для человека. Ну и мы не знаем, как будут жить люди после свадьбы, да, это еще одна, наверное, целый сценарий жизни. Но для того, чтобы узами скреплена была семейная пара, понятное дело, что нужно будет еще много-много, может быть, всего преодолеть. Но в этом и заключается наша сложная, трудная и чаще всего добродетельная, счастливая жизнь. Ну, что же мне еще хотелось бы сказать? Что до чего же удивительно составлены порой сборники сказок. Так и кажется, что адресовали их составители не ребенку, а опытному взрослому путешественнику по сказочному миру, в котором не всегда все безупречно. Почему я сегодня говорю, что сказка, в основном детская сказка, это для осмысления, текст для осмысления, прежде всего нас, взрослых, чему мы будем учить детей, как мы будем их воспитывать, что мы им передадим, научились ли мы в детстве мудрости и поучению той или иной сказки. Наличие в ряде русских сказок мотивов любования, плутовством и даже кощунством неудивительно, ведь сказка – это явление культуры, в которой сплетено бывает высокое и низкое, образцовое и безобразное, нравственное и безнравственное. Взрослому человеку свойственно, сталкиваясь с теми или иными проявлениями, принимать их или отвергать в соответствии с теми ценностями, которые были заложены в детстве, с жизненной позицией,
В отношении же ребенка, у которого система ценностей только формируется, а родителям необходимо осмысленный и избирательный подход к выбору занятий, игрушек, чтения, которые мы предлагаем ребенку. Героям при выборе сказок для домашнего чтения нужно остерегаться таких сюжетов, в которых запечатлеется романтизация воровства, хитрости, продажности, например, при сделках с чертом или колдуном и прочих способов добычи легкого хлеба, а также сказок, в которых звучат кощунственный смех над порядочностью, простодушием и святыней. Датский психолог и психиатр Бентельхейм отмечает парадоксальную вещь. Реалистические рассказы информируют ребенка, но не обогащают его так, как сказка. Чем больше в них причинно-следственных объяснений, тем более непонятны психологически, неправдоподобны они для малыша. Конечно, понимание ребенка сильно отличается от взрослого, но его впечатление ярче и образнее видения взрослых. Лишь со временем происходит осмысление постижения глубины сказочного повествования. Попытки совместного с ребенком анализа – дело школьного возраста. До того опытные бабушки и дедушки могли бы вспоминать сказочные коллизии, что называется, к слову. Итак, мы часто вспоминаем сказочных персонажей. И в той или иной ситуации приходит нам сказочный герой на помощь. Не осуждаем ребенка и его поступок, а вспоминаем сказочного персонажа, который по непослушанию или по опрометчивости попал в сложную ситуацию. В сказках не случайно есть присказки. Это отличает их от других произведений, от рассказов. В некотором царстве, в некотором государстве. Чаще всего мы знаем, что это присказка, которая потом в будущем поможет ребенку понять, что это не рассказ, а это произведение является сказкой. Вот как пишет о присказке, опять же, русский философ Иван Ильин. Задача присказки состоит в том, чтобы подготовить душу слушателя, вызвать в ней верную сказочную установку. Присказка должна спутать обыденный смысл, задуть свечку трезвого, прозаического сознания и раскрыть душевный слух для сказки, для ее художественного, прикровенного, символически-мифического смысла. Она вызывает слушателя из его обыденного мышления, сбивает его с панталыку и опрокидывает его в бессмыслицу или в путаницу, и замешательство, в недоумение, а уж оттуда только ему забрежет свет и смысл настоящей сказкой. Вот одна из присказок для самых маленьких. Как ни в море, океане, ни на острове Буяне стоит терем-теремок, на двери висит замок. Мы замочек отопрем, сказку в гости позовем. Слушай тихо и гляди, сказка в гости приходи. И такие присказки, конечно же, нам многим очень известны. По словам Сухомлинского, сказка – это колыбель мысли. Сумейте поставить воспитание ребенка так, чтобы он не на всю жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой колыбели. Красота родного слова, его эмоциональные краски и оттенки доходят до ребенка, трогает его, пробуждает чувство собственного достоинства, когда сердце касается сердца, а ум – ума. Поэтическое звучание родного слова становится музыкой для ребенка, когда он сам берет в руки инструмент, сам творит музыку и видит, чувствует, как его музыка влияет на других людей. Итак, мы с вами сегодня поговорили о сказках. Я бы сейчас привела еще один потрясающий пример. Одноименное произведение сказочника Шварца «Два брата». Что же нам авторская сказка предлагает познать? Родители очень любят своих детей. Они дают наказ. Наказ это должен звучать как завет.
Уезжают они в город для того, чтобы купить гостинцы к празднику, для того, чтобы праздник отметить всей семьей. Дает наказ старшему брату заботиться о младшем. Что же тот делает? Вместо того, чтобы заботиться, забывает о младшем брате, отмахивается его и нечаянно выставляет за дверь на мороз. Казалось бы, чуть-чуть совсем побыть там ему на морозе, а в то время забылся он, зачитался, задумался, да и забыл про брата. Выходит, а на морозе нет брата, и его и след простыл. А тут мать и отец на пороге возвращаются. Ну, как ты выполнил наш наказ? Где твой брат? Младший брат. А он вдруг говорит: выгнал я его на мороз на 5 минут. Ты забыл про него. Исчез младший брат. Нигде не могу найти. Не знаю, что делать. Реакция родителей. Казалось бы, что родителям-то делать? Наказать? А какой смысл? Поступок-то уже сделан. Побелели волосы на глазах у ребенка, у матери и отца. Стали белее снега. Постарели тут же от страха. Что же с ребенком-то? Где он? А старший брат думает, как исправить ошибку. Натворил делов, а исправлять-то надо самому, никто не поможет. А оказывается, пошел он в царство неведомой ему. Там, где мороз, вечная мерзлота. Увидел он мороза вечную мерзлоту и говорит: что ты сделал с моим младшим братом? Где он находится? Почему ты его заморозил? А вечная мерзлота говорит: оставьте меня в покое, как хорошо в покое, здесь все в покое, здесь и животные, и птицы. Все в покое, все заледенели, и твой брат в покое. И всегда говорите: оставьте меня в покое, и будете в покое. Замерзшими, закостенелыми. Испугался старший брат не на шутку, не знает, что делать. Что пригодилось ему? Его навыки, умения. Оказывается, вспомнил он, чтобы отогреться, нужно костер развести. Побежал искать дрова и спички. Смотрит он. Все животные, все зверьки заледенели в одночасье, не могут ему помочь. Взял он, отогрел их, бедных, у костра, ожили они, и тут же пришли на помощь. Только отворилась дверь ледяная, увидел вместо младшего брата заледенелую фигуру. Что же делать? Плачет он, рыдает, но горю не помочь. Что-то надо делать, надо действовать. Тут зверюшки, которых он отогрел, которых он пожалел, которым милосердие проявил, тут же помогли ему. Что они сделали? Они помогли брата оживить и вернуть к жизни бездыханного замерзшего брата. Кусочек льдинки, снова доброта превратила в живое существо, в человека. Какая же радость, беспредельная радость. Тут же отступила тайна вечной мерзлоты, расцвели цветы, ожили деревья, вся зелень. Бегут братья домой. Видят они родителей, а родители все седые. Ждут они, не дождутся своих детей, нету предела их горю. Приходится день и ночь думать и молиться. И тут они увидят на пороге своих сыновей, живых и невредимых, радостных, дружных, счастливых. И, конечно же, воцарился мир в семью. Появилась обратно и молодость, и красота, и воцарилось счастье в этой семье. Как же здорово, что семья вместе и душа на месте. Вот, наверное, эта пословица и будет завершением нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня я использовала материалы известного детского психолога Анастасии Абрамовой, известного ученого, сказочника, сказителя, исследователя русских народных сказок, а также
и авторских сказок. И вот когда вам представится такая возможность подумать, каков же ваш самый любимый литературный сказочный герой, вот мне на одном из таких практических занятий, где мне посчастливилось заниматься с педагогом опытным, и я представила себя Золушкой. И подумала, вот это действительно, наверное, любимая моя сказочная героиня. А когда я стала задавать себе вопросы, а за что же мне она понравилась, наверное, сердце ее, вот оно такое доброе, что все люди вокруг становятся добрее. И она не задумывалась над тем, почему мачехи ее обижают, почему заставляют трудиться. Она безропотно выполняла все поручения. В ней не было места ни зависти, ни злости, ни раздражительности. Она просто видела себя вот такой вот маленькой девочкой, которой нужно пройти все испытания в жизни. И она также мечтала о счастье, о принце. И, наконец-то, конечно же, добром вернулось ей все ее добрые дела. И вот в этом принце, в этом окончании сказки заключается философия и житейская мудрость любой сказки. Любой народ, он, создавая свои сказочные произведения, он хотел научить прежде всего самому главному. Это любви к людям, любви к жизни, любви к нравственным ценностям. На этом я заканчиваю наш вебинар. К сожалению, сегодня в чате писать вам не удастся. Если будут отзывы, готовы мы их, конечно же, все зачитать. У нас есть группа ВКонтакте Республиканского консультационного центра. Также у нас есть на сайте страничка. И есть у нас телефон для связи, прямая линия, в которую вы можете позвонить, договориться о встрече, если вас волнует тот или иной вопрос. И, конечно, также вы можете оставить свои отзывы. Всех я вас благодарю за наше с вами виртуальное, но общение. И надеюсь, что кто-то из вас обязательно выйдет на очную консультацию через наш республиканский консультационный центр. Так, всех благодарю.